Сәлем достар, қалайсыздар? Кинолькілеріңіз қалай? Камераның алдында Юлия from Казахстан. Приветствую вас, дамы и господа. Перед камерой Юлия from Казахстан, которая продолжает учить вас читать по-казахски. И сегодня я хочу вас научить читать несколько фраз, которые, думаю, вам очень даже пригодятся, если вы вдруг кому-то чего-то захотите пожелать на казахском языке. Ну а перевод этого чего-то вы обязательно увидите в закрепленном сообщении, хотела сказать я. В общем, в сообщении я, конечно, напишу перевод, но не факт, что у меня получится его закрепить. Так что, если что, там посвайпайте, поищите. Итак, поехали. Туған күнің құтты болсын, денсаулығың мықты болсын, жұмысың табысты болсын, дастарханың мол болсын. Итак, вы поняли, что я чего-то хорошего, да, пожелала? Думаю, что поняли. Давайте скорее научимся это читать. Итак, первое слово туған. Как же его прочитать? На самом деле все просто. Нужно каждое слово разделить по слогам и освоить всего лишь несколько букв из казахского алфавита, а остальное читается точно так же по правилам русского языка, можно было бы сказать, но меня, наверное, тапками закидают. В общем, учимся читать, дамы и господа. Туған, туған, туған. Как научиться читать букву Г с черточкой посередине? На самом деле очень просто. Нужно просто откашляться через букву Г обыкновенно. Или отхаркнуться. Да-да-да, попробуйте. Произнесите Г, Г, а теперь А. Как будто бы вы отхаркиваетесь чуток, да? Туған. И ударение практически всегда ставится на последний слог. Туған. Второе слово күнің, күнің, күнің. И мы видим букву У, недописанную, так скажем, да? За основу берем, чтобы ее прочитать, букву Ю. Но смотрите, когда мы произносим букву Ю, изначально мы слышим и краткую, а затем уже остаточное звучание звук Ü. Вот это вот очень важно нам понять, когда буква Ü у нас будет стоять в начале слова. Ну а так как сейчас буква Ü у нас стоит после согласной, то просто берем за основу букву Ю и никаких гвоздей, и у нас все получается ровно так, как оно должно звучать в казахском языке. Күнің, күнің. Едем дальше. Во втором слоге палочка с точкой. Что же это за зверь такой? На самом деле тоже ничего сложного. Это нечто среднее между буквами «ы» и «и». Если буква «ы» это очень твердо, буква «и» это очень мягко, то палочка с точкой это вот та самая средняя мягкость, которая нам и необходима. Күнің, күнің, күнің. После палочки с точкой у нас идет, правильно, буква «н» с хвостиком. Для того, чтобы ее научиться читать, нужно вспомнить либо английский язык и, например, в слове English или good morning, good evening, когда буква N и буква G пишутся вместе, они как раз-таки образуют вот этот вот казахский сонорный звук. Ну а для тех, кто еще пока не знаком с английским языком, ну или по каким-либо причинам он ему не нужен, хотя я считаю, что чем больше языков знаешь, тем лучше, ну да ладно. Давайте объясню на своем примере. Сначала произносим обычную букву Н и понимаем, что языком мы упираемся в верхние зубы. Затем мы этим языком тянемся к верхнему небу, снова произнося обычную букву Н. Спросите, в чем же здесь магия? Ой, что-то у меня тут все падает. Так вот, магия заключается в том, что мы тянемся языком к верхнему небу, произнося букву Н обыкновенную, но не дотягиваемся. И именно в этот момент у нас образуется вот этот вот сонорный звук или английский дифтонг в слове English, good morning, good evening, вот такие вот дела. А теперь читаем. Туған күнің, туған күнің. Едем дальше. Құтты, құтты, құтты. Разделили по слогам. Құт, 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 құтты. И увидели букву К, хотела сказать с черточкой снизу, с крючочком, да, снизу? С хвостиком снизу. Как же я называла раньше, забыла.
кот, кот. И чтобы ее произнести, нужно просто откашляться через букву К обыкновенную, ну или отхаркнуться. Кому как удобнее. Все, ничего сложного. После нее мы видим снова букву У, но уже с черточкой снизу. Чтобы ее прочитать, ой, нужно за основу взять букву О обыкновенную. О, 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 кот, 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 котта, котта. Напомню, что буква О произносится просто очень и очень коротко. Ко, кот, котта. Все, ничего сложного. Во втором слоге мы видим букву И. И в отличие от русской ее версии, буква И в казахском языке произносится тоже очень и очень коротко. Котто, котто. То есть вы ее только начали произносить и тут же закончили. Дальше слово болсын. Болсын. Видим с вами букву О и понимаем, что вот в казахском языке как пишется, так и читается, и ничего не искажается. Если в русском языке мы можем прочитать безударную букву не так, как она пишется, и через А мы ее можем прочитать, и еще как-нибудь немножко исказить, всякое в жизни бывает, то в казахском языке мы ничего не искажаем, а произносим ровно так, как оно и есть, так, как оно и пишется. Ну а здесь еще она будет и под ударением, хотя, что я вам хочу сказать, в Казахстане вы услышите две версии: болсын и болсын. И так, даже по радио порой говорят радиоведущие. Вот такие вот дела. Ну а вообще-то, как буква И произносится очень и очень коротко, то ударение будет стоять на слоге вперед, на букве О в данном случае. Итак, читаю фразу целиком. Туган күнің құтты болсын. Туган күнің құтты болсын. Едем дальше. Второе выражение. Ден саулығын мықты болсын. Разбираем слово ден саулығын. Ничего сложного, снова нужно разделить это слово по слогам. Делю. Ден сау, ден саулы, ден саулығын. Итак, буква И читается очень коротко, вы это уже заметили. Букву Г вы читать уже умеете. Букву Н вы читать уже тоже умеете, поэтому объяснять уже здесь нечего. Ден саулығын. Нюанс. Вы видите, что написана буква Е. Так вот, как пишется, так и читается, и ничего не искажается. Просто в русском языке мы можем прочитать букву Е через букву или через букву И. А вот в казахском языке никаких гвоздей. Вот как пишется, так и читается. Ну, кстати, писать потом будет гораздо и гораздо легче. Итак, ден саулығын, ден саулығын. Ничего сложного. Мықты, мықты, мықты болсын. Тоже ничего сложного. Каждую букву вы уже прочитать умеете. Просто читаем вместе со мной, да? Так, едем дальше. Жұмысың табысты болсын. Жұмысың табысты болсын. И в слове жұмысың мы с вами видим снова букву У с черточкой посередине. Снова напомню, что это краткая версия буквы О обыкновенной. Жұмысың. Буква И читается очень коротко, а буква Н с хвостиком произносится ровно так же, как в английском языке. Да? Буква Н и буква G вместе, и у нас получается буква Н казахская. Вот такие вот чудеса. Итак, погнали дальше. Дастарқаның мол болсын. Дастарқаның, дастарқан, дастарқаның. Ничего сложного. Каждую из этих буквок вы прочитать уже умеете. Мол болсын. Дастарқаның мол болсын. Сколько всего интересного мы с вами уже сегодня прочитали. Так что давайте все это объединим и прочитаем с выражением. Да? Может быть, кому-то действительно пригодится где-нибудь кого-нибудь с чем-нибудь поздравить. Итак. Туған күнің құтты болсын, ден саулығын мықты болсын,
Жұмысың табысты болсын, дастарханың мол болсын. Едем дальше, хотела сказать я, но на этом мы сегодня закончим. И увидимся с вами в следующий раз. Ну а с вами была я, Юлия from Казахстан, и мой любимый учебник, из которого я читаю вам кое-какие фразы, чтобы вы их научились читать.